Нотр-Дам де Пари зазвучит на казахском языке. До премьеры французско-канадского мюзикла остаются считанные недели. Тем временем в столице полным ходом идут приготовления. После нескольких этапов кастинга в Астане и Алматы, участие в которых приняли порядка 2000 артистов, состоялся финальный отбор исполнителей главных партий. К слову, их имена все еще не раскрываются. Как отмечает режиссер Асхат Маемиров, впереди еще очень много работы. Дальше уже начинается репетиционный период. И это будет в студиях, будет репетировать. Во-первых, надо от и до все партии, арии надо изучать, потом хоровые партии, уже дуэт, есть там трио, какие-то моменты, есть отдельные партии. И композитор сам будет репетировать с ними целые недели. И дальше уже продолжается по мизансценам, режиссеры, балетмейстерская группа, группа акробатов, они уже совместно будут вести. А потом уже дальше, когда до премьеры остается 3-4 недели, уже на сцене ежедневно целый день будет идти репетиции. Стоит отметить, что в произведении около 50 песен, и все они стали настоящими мировыми хитами, которые прозвучат на казахском языке. Мюзикл переведен на 9 языков мира, казахский станет 10-м. Нам удалось встретиться в Астане с автором легендарного мюзикла «Нотр-Дам де Пари», знаменитым итальянско-французским певцом и композитором. Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью с Рикардо Качанте. Что для мюзикла «Нотр-Дам де Пари» важнее, на что делается особый упор? Вокальные партии, хореография или сценография? «Нотр-Дам де Пари» «Нотр-Дам де Пари» — это шедевр. Он включает в себя несколько музыкальных направлений. Там есть опера, есть уличная музыка, есть современные песни. Сердце постановки — это песни и танцы. Перед началом работы на что вы обращаете внимание в первую очередь, чтобы понять, будет ли мюзикл иметь успех в этой стране перед этой публикой? Этот мюзикл существует уже 20 лет. И все потому, что мы делаем акцент на качество. Это самое важное. Нотр-Дам без качества – это не Нотр-Дам. Мы стремимся только к самому лучшему, поэтому зрителей ждет прежде всего качественная постановка. Для партии какого персонажа сложнее всего найти исполнителей? «Нотр-Дам» – это очень сложный мюзикл с тяжелыми вокальными партиями, поэтому и найти исполнителей очень тяжело. Но, на мой взгляд, самая сложная роль все-таки это роль Квазимода. В Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева состоялась церемония открытия выставки детского творчества «Симфония мира и добра». Выставка посвящена 20-летию Общественного фонда образования Нурсултана Назарбаева, а также 20-летию Астаны. Эти произведения стали своего рода признанием в любви, как Астане, так и их понимание вот как раз мира, счастья, любви, радости. То есть, в общем-то, тема заявленная была очень изначально широко, именно сознательно для того, чтобы это был, в общем-то, не загонять в какие-то узкие рамки участников. В конкурсе «Симфония мира и добра» представлены работы студентов филиала фонда и детского дома номер 1 города Алматы. Экспонаты выполнены в различных художественных и прикладных техниках: живопись, графика, фотография, коллаж, мозаика, роспись по стеклу и многих других. А вот как выглядит творчество, направленное на детскую аудиторию, и каким образом формируется репертуар театра юного зрителя имени Габита Мусрепова, мы поговорили с его директором Сабитом Абдихалыковым. Поскольку мы представляем театр для юного зрителя, особое внимание уделяем детской драматургии. Раньше работали с мировой классикой или произведениями русских классиков, но сегодня по возможности стараемся делать заказы на современные произведения. У нас есть постановка «Волшебное зеркало». Она не имеет отношения к драматургии, его написал человек, который работал совсем в другой сфере. Поэтому мы работаем с молодежью, и неважно, будет он драматург, филолог или журналист. Главное, чтобы были талант и желание писать. В завершении выпуска афиша ближайших событий. 11 октября в Шымкенте пройдет выступление труппы театра классического балета под руководством Валентина Грищенко. 12 и 13 октября Павлодарский областной театр драмы имени Чехова представит премьеру спектакля «Sorry». 13 октября в театре имени Куанышбаева пройдет показ трагедии «Отелло».